Эрика показывает. Вот. Увидели. Порадовались, что человек чего-то добивается в жизни. Это всегда приятно, тем более человек, который был и оставался как бы нам другом. Встречались, общались. Цветы не дарил. Шоколад, игрушки дарил. Всегда игрушки. Не всегда, иногда там. И первая игрушка была, там зайка, что ли, помню. Такой, или медвежонок. Ну, в киоске, пошли в киоск, что-то покупать, он игрушки покупал. Но она приходила в больницу тогда, когда Ирик в аварию попал. Она говорит, он со мной более не общался, говорит, он с моей подружкой, говорит, общался, а я так просто сбоку, говорит, стояла. А видите, судьба как свела-то. Спрашивала я ее, у тебя серьезное намерение или просто так? Она говорит, у меня как парня нет, Ирик мне нравился, нравится. Ну, это... Я говорю, в том случае, если что, говорю, случится, будешь дело иметь только со мной. Я не для этого, говорю, вот столько лет, говорю, вела к тому, чтобы кто-то появился и все перечеркнул. Гражданским браком не будете жить. Сейчас, говорю, поругаетесь и разбежитесь, говорю, а на домой ты сюда, говорю. Или, говорю, никак делаем. Ну, на этом решили. Все основное, ради чего ты вообще это все делаешь и работаешь, в принципе. Ради них, ради благосостояния, благополучия, чтобы не все было в первую очередь. Ну, это счастье. Ради каждой медали в Ванкувере я посвящал в первую очередь семье. Тут и Айнура медаль, и Ленина, и родители медали. В этот момент Дианки не было, но все равно. И ее часть медали есть, это как бы победа. Когда бежишь иногда в той ситуации в голове, думаешь о них, вот ради них надо, чтобы было у нас все замечательно. Да? Да. Это спорт же, все это вот оно как бы оно не вечное, а семья у меня будет до конца моих лет жизни, я так думаю, надеюсь на это. И это основное все, что останется, всегда будет рядом со мной. Это семья. Дети, жена, родители. Как ты и тебя, пузырик. Отремонтировали. Сам в конце История там, ну сейчас. Сколько прислали? Проверим. Воспитал настоящего мужчину, скажем, прошел через такие трудности. Этому папе можно поставить при жизни памятник, я считаю. Я бы, если бы было в моих силах, я бы его поставила. Потому что он Ирика поставил на ноги и носил его на руках первые годы. А он же был нелегкий, такой вес, все перенес через себя. Когда в детстве родной отец нас оставил, и прошло какое-то время, вот мама встретила как отчима отца моего сейчас, на сегодняшний, ну, как сегодня, да. Мне было 4 года, и этот человек, как бы, это, я его, ну, считаю, роднее, чем родной отец. То есть он все мне дал, все воспитал, сделал меня таким мужчиной, как говорится, как в сегодняшний момент я есть, я ему очень благодарен. То есть он мне стал родным. Я помню, когда он меня посадил себе на колени, он сказал, теперь ты меня можешь назвать папой. Это вот, как сегодня я это помню. Как раз была свадьба между родителями. С того дня я его называл его чисто папой. Когда случилось такое, он нас не оставил, как некоторые люди, некоторые отцы, я знаю, что оставляют семьи бить, когда приходит какая-то беда. Нет, он без проблем. И сидел и ночами, и днями, и с работы уходил. То есть он все ухаживал за нами, везде помогал. Все везде мне помогал, везде на руках носил, там, на улицу. То есть, это да, все было. Ну что, здесь одним словом можно сказать, надо человеку дать понять, что он нужен.
И все тогда, ну, когда человек нужен, он чувствует это, что нужен, поэтому он и стремится жить. Вот сегодня исполнилось 11 лет, как, не сегодня, а вчера, вернее, как 11 лет, это рождение Ирика, второй день рождения. Я вчера ему позвонила в Алмату и поздравила с днем рождения. Мама говорит, ты, говорит, вторая, кто меня сегодня поздравил, потому что это вот твое второе рождение, 13 сентября, что ты остался жив. Значит, наверное, Аллаху было суждено остаться ему и идти через такие испытания, которые он прошел. Но самое страшное позади. Кто знал, что через столько лет он таких успехов достигнет. Но у нас цель была с отцом, с его поставить его на ноги любым путем. Даже мы ему говорили, продадим квартиру, но сделаем тебе ноги. Потому что нужно было его успокаивать. Он говорил, я, наверное, вам больше не нужен. Да, мам? Привет. Привет. Как дела? Привет, как дела? Нормально. Тренируемся, 2 дня осталось. Домой хочу. Я всегда его учу перед стартом. Не это самое. Попроси Аллаха тебе дать силы. И вот когда какие-то соревнования, я, конечно, по-своему сама дома прошу Аллаха, помоги ему, дай силу, дай силу. И запоминал, и вот он в Ванкувер, говорит, это читал, Коран читал с своим тренером Самиром Аббакировичем. Пол Корана, говорит, прочитал, как завтра вот это бег. Мы, говорит, с ним садились и читали, говорит, вместе. Бог верит. Так было предопределено Всевышним, чтобы при рождении ему дали имя Ирик, что в переводе с башкирского языка означает «воля», «свобода». Слово «воля» можно истолковать как упрямство, настойчивость и стремление к достижению поставленной цели. В московском Кремле успешное выступление спортсменов с ограниченными возможностями отметил российский президент Дмитрий Медведев. Из его рук Ирик Зарипов получил свою первую государственную награду – орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Триумфальное выступление в Ванкувере нашей паралимпийской сборной показало безграничность способностей человека. Жизнь каждого из вас является примером и такого мастерства, и мужества. Мы знаем, что нас поддерживаете, что вы за нами следите, и мы старались как бы вам все показать то, что, на что мы способны. Ну, скромно, на что способны. Мы должны гордиться вот теми результатами и на предыдущих зимних паралимпийских играх, но от того количества и качества главное. полетишь, да?